Здравствуйте, дорогие друзья! У нас накопилось много приветов из дома. И сегодня мы покажем часть из них. И вместе с вами порадуемся за счастливых хвостиков, спасенных от гибели. Итак, первый привет от нашего ушастого красавца Дамба. Дамба был спасен из якутского ППЖ в лютые морозы. Конечно, гладкошерстный, абсолютно не приспособленный к таким морозам, как в Якутске, в ППЖ он бы просто не выжил. Наш Дамба, подвижный мальчик, высоченный такой. Уши, вертолеты. Ага, холодно, да? Холодно, как на сковородке подпрыгиваешь. Дамба, Вот, смотри. ты красавец! Ты красавец! Да, ты красавец! Ой, ты умничка какой у нас! Дамба, на-на-на! На-на-на! На-на-на-на-на! А уши! Этот мальчишка родился под счастливой звездой. Он даже не узнал ужасов вольерной жизни, потому что в тот момент, когда его привели в ППЖ, там была наша Надежда. И она сразу же забрала мальчишку. Ой! Дамба, домой. Это мой мячик. Дамба, домой, мой хороший. Приветик. Если не хотел, да, не голодный. Пошли. Все. Домой. Дамба, идем. Домой. Сейчас Дамба прекрасно чувствует себя в Питере. Живет в квартире, занимается с кинологом, прекрасно ладит с кошками и очень любит маму Наташу. Пудель Яша. Несчастный мальчишка был сдан своим хозяином в ППЖ. Конечно, в тех условиях он бы не выжил. Мы Яшу забрали в Москву, обследовали, кастрировали. Все как положено. И сейчас Яша прекрасно себя чувствует дома. Счастливый домашний питомец. Вот такой мальчик забежал. Во двор не уходит. Красивый такой, нарядный. Ой, какой красивый. Добрый. Совсем не конфликтный мальчик. Наш белоснежный красавец Снежок. Он сам себя спас. Сам пришел на нашу передержку, и благодаря Надежде мы узнали о нем, вывезли его в Москву. Ой, ты лапку ты мне дай, ой, ты лапку даешь. Ты умничка, мальчик мой. Дай лапку. Ой, молодец. Ой, дай лапку. Молодец. Ой. Снежа, иди сюда. Ой, так. Иди сюда. И сейчас он стал любимым домашним питомцем. Невероятный красавец Байт. Забрали мы его из ППЖ совсем маленьким щенком. Вместе с Терой и еще 3 щенками
Фото его скинули нам в чат. И мы успели их всех выдернуть из этого ада. К сожалению, он переболел энтеритом, очень долго восстанавливался. И даже по прилету в Москву какое-то время пришлось его еще долечивать. Но сейчас все эти несчастья позади, и он домашний и счастливый ребенок. Наша Жужа совсем маленьким щенком ее первые хозяева нашли в подъезде и забрали ее к себе. Потом, по неизвестным нам причинам, они сдали ее в ППЖ. И оттуда мы уже ее успели спасти. Радости-то, ой, радости-то сколько. Забрать на передержку сначала в Якутске. Такая маленькая девочка, оказывается. Да маленькая, килограмм 5 больше. Я думаю, ты побольше. Да. Деда, не ругайся. Скажи, меня уже в ППЗ сдали, поэтому в комнатку меня не заселили, посадили в клетку, скажи. Да? Потом привезли в Москву. И здесь Жужа обрела своих любящих хозяев, нашла свой дом. Мы очень счастливы, что эта малышка осталась жива и сейчас живет с любящими хозяевами. Пойдем. Вот деловая-то какая, деловуха. Деловуха. Ой, осторожно. Эй, деловушка. Деловушка. Иди ко мне. Иди ко мне. Эй. Мачка, мачка, мачка моя. Ты моя мачка такая дурында. Ты моя дурында. Ты, подожди ты. Ты, ой, 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 ой. Это что за жужелица? Настоящая жужелица, а? Ай, довольная, ай, довольная. На фото из ППЖ мы увидели крохотную малышку с удавкой на шее в виде проволоки. Как выжила эта кроха среди взрослых собак, мы не знаем. Это просто чудо. Ты боюсенька, что ли? Ты такой маленький, оказывается-то. Ты прям синочек, маленький синочек, ой, ручки лезет. Ты прям малюсенький синочек, что ли? Прям малюсенький. Конечно же, из ППЖ мы ее забрали уже больную энтеритом и парагриппом. Долго и тяжело лечили. Но наша лапушка боец. Она выздоровела. Говорили еще. Мур-мур, скажи. Скажи. О, да, о, да. Ну, что за бородатая маламутка? Что за бородатая маламутка у меня? Мур-мур, скажи. Да, мур-мур. Мур-мур, да, молодец. После того, как лапушка оправилась от болезней, пришла в себя, мы вывезли ее в Москву. И уже буквально через месяц наша девочка нашла своих папу и маму далеко от России, в Германии. Самое главное, что сейчас она счастлива. И все самое плохое и страшное теперь позади. Все эти спасения происходят благодаря вам, благодаря вашей помощи, друзья. Пишите, кто помнит эти истории, а может быть, даже и участвовал в спасении каких-то хвостиков. К сожалению, сейчас большая часть наших спасенных хвостиков находится без фин-кураторов. И ваша поддержка нам очень необходима. Пожалуйста, кто сколько может, помогайте нуждающимся.